Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Вайт». Перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Записываю я это видео 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину. И, к сожалению, конца этой войны не видно. В этот день по всей Словении над государственными зданиями будет поднят украинский флаг в знак того, что Словения поддерживает Украину. Недавний опрос общественного мнения в 12 странах-членах Европейского Союза показал, что через 2 года после начала российского вторжения в Украину только 10% респондентов верят, что Украина может победить Россию. А наиболее вероятным исходом люди видят некую форму соглашения. И даже в самых оптимистичных государствах, членах ЕС, таких как Польша, Швеция, Португалия, менее 17% респондентов верят, что Украина выиграет войну. Опрос также показал, что многие европейцы все больше осознают, что война в Украине напрямую затрагивает их. Причем треть из них считают, что война оказывает большее влияние на их страну и Европейский Союз, чем война на Ближнем Востоке. Также опрос показал, что граждане Европейского Союза не поддерживают Трампа. Потенциальное возвращение Трампа в Белый дом было воспринято многими как плохая новость. 56% респондентов заявили, что будут разочарованы, если он будет переизбран. И та же самая власть, которая начала полномасштабную войну в Украине, в 2020 году отравили главного оппозиционера Кремля Алексея Навального, затем посадив его в тюрьму, запытав его в тюрьме и в конечном итоге убив. И сейчас эта власть отказывается выдать тело главного оппозиционера его родным. Угрожают тем, что в итоге они просто захоронят его на территории тюрьмы под каким-то регистрационным номером, даже без имени. А все потому, что родственники отказались на тайные похороны политика. И, конечно же, они не могут пойти на уступки Кремля, не хотят хоронить его тайно, потому что сам Алексей всю свою жизнь положил на политическую борьбу и никогда не шел ни на какие соглашения с этой властью. И, конечно же, это возмутительно, и просто нет никаких подходящих слов выразить мое возмущение данным поведением власти. Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. И, конечно же, этот год уже стал годом семьи Алексея Навального. К сожалению, в Словении тюрьмы тоже не пустуют, но, к счастью, в Словении нет политических заключенных. Например, тюрьма Марибора заполнена на 171%. Численность сотрудников судебной полиции не соответствует возросшей рабочей нагрузке. Сотрудники требуют перемен, иначе объявляют так называемую белую забастовку. Руководство тюрьмы уже проинформировало компетентные учреждения о том, что их тюрьма больше не принимает новых заключенных. 4 отделения настолько переполнены, что 8 заключенных спят в камере на 4 человек. А обеденные столы настолько заняты, что многие люди едят стоя или ставят тарелку с обедом на подоконник. Сотрудник судебной полиции Гунич пояснил, что руководство тюрьмы несколько месяцев просит созвать экстренное совещание, так как задержанные и заключенные все больше раздражаются из-за нехватки места. Условия невыносимые, драк становится все больше. Как следствие, конвои в больнице. Из-за таких условий сотрудники не чувствуют себя в безопасности на своих рабочих местах, добавил он. Если ситуация не улучшится, то сотрудники тюрьмы продолжат забастовку.
В маленьком славянском поселке под названием Загора при Плава, это на северо-западе Словении, была обнаружена 385-килограммовая бомба времен Первой мировой войны. Обнаружена эта бомба была при строительстве. Большая удача, что она не взорвалась. Сейчас пиротехникам предстоит очень важная и опасная работа. В прошлое воскресенье в маленьком городе Мурская Собота произошел серьезный инцидент на футбольном матче, где собрались две славянские команды. Команда Марибора и команда Мура. Из фан-зоны кто-то на поле выбросил петарду. И петарда оказалась такой мощной, что пострадало 7 человек. 5 футболистов, 1 сотрудник и 1 несовершеннолетний ребенок, который собирал на поле мячи. Футболисту Ника Касало даже пришлось провести ночь в больнице, так как опасались, что он потеряет слух. То есть эта петарда была похожа по своей мощи на гранату. Просто удивительно, что такие петарды находятся в открытом доступе. Как указано в новостях, полиции не составило труда выявить виновного по камерам наблюдения и по свидетельским показаниям. Сейчас виновный предстанет перед судом. В Любляне, в центре города, на площади Республики произошел митинг в поддержку австралийского журналиста, основателя платформы Wikileaks Джулиана Ассанжа. Митингующие протестовали против экстрадиции Джулиана Ассанжа в Америку. Экстрадиция Джулиана Ассанжа создала бы опасный прецедент, когда правительство США могло бы потребовать экстрадиции других журналистов и издателей со всего мира, заявила Метка Наглич из Амнистии Словении на митинге перед британским посольством в Любляне. Публикация информации в общественных интересах является основой свободы СМИ. Она защищена международным правом и не должна быть криминализирована, добавила она. Хочется закончить это видео положительной новостью. В Любляне находится с деловым визитом голливудская звезда Киану Ривз. И он остановился в гостинице «Интерконтиненталь». Если вы не видели мой репортаж из этой гостиницы, то можете перейти вот по этой ссылке и посмотреть. Особенно Киану Ривзу полюбилось близлежащее кафе с магазином «Жито», где он каждое утро пил кофе. И продавцам даже удалось сфотографироваться с ним на память. Источники сообщают, что Киану Ривз прибыл в Словению с деловым визитом, где он будет снимать деловую бизнес-рекламу для компании «Акрапович». И сам Киану Ривз является поклонником данной марки. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Послезавтра в Любляне от +2 до +12. Облачно с прояснениями. Спасибо. Кстати, вы мой краш. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч. Что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая спартанского вида каюта, железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Привет, это Навальный. У меня все нормально. В одноместной каюте, тепле и уюте. Я скоро люди. Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру. Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета? Пусть даже он продлится 3 года. Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал, гиперпространственный тоннель, хоп, и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире. Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену.